Вспомним некоторые хадисы, аяты, связанные с такой темой, как аль-иктисаду фи таа, то есть умеренность в поклонении. В всем должна быть умеренность и даже в поклонении. Аллах сказал: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, юриду Аллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул уср». Сура Бакара, 185 аят. Аллах желает вам легкости, и Он не желает вам сложности. Здесь имеется в виду поклонение. В этом аяте, прежнем аяте описывается пост. И Аллах говорит, что Он не желает вам усложнять жизнь, а наоборот, желает облегчить. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما يطيقون عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكل أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. هذا الشرح. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري ومسلم. Это достоверный хадис, муттафакун алейхи, имам Бухари и Муслим приводит его, от нашей матери Аиши, радхаллаху анха, которая сообщает следующие события из жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит, что однажды пророк, алейхиссалям, зашел к ней домой, в то время как сидела некая женщина, и он спросил: «Ман хадихи?» «Кто это?» И тогда Аиша ответила: «Это такая-то, такая-то». И она рассказывала про свою молитву, как она долго-долго читает молитвы и так далее. И тогда пророк сказал: «Мах, алейкум бима тутикун». Осторожно, молитесь настолько, насколько у вас хватит сил. Клянусь Аллахом, Аллах не устает давать вам награды до тех пор, пока вы сами не устанете молиться. Аллах дает, но если чрезмерность проявляет человек, потом он может бросить все свои молитвы. Этого не надо делать, говорит Расулуллах, алейхиссалям. Вакана ахаббу дини илейх, и самая любимая религия перед Аллахом, или самое любимое проявление религиозности перед Аллахом, мадава масахибуху алейх, когда человек постоянно занимается хорошими делами. По чуть-чуть, но постоянно лучше, чем один раз и много. Правильно? Вот такой интересный хадис. Еще один хадис почитаем. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا. إلا غلبه يعني إن الدين يسر ومن يكلف نفسه من العبادة فوق طاقته فإنه يعجز عن مقاومة الدين لكثرة طرقه وشعب الخير فيه. فسددوا وقاربوا وأبشروا. فسددوا أي اقتصدوا، اقصدوا السداد والصواب في العمل. وقاربوا أي لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملل فتتركوا العمل فتفرطوا. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. Раваху аль-Бухари, рахимахуллах.
Имам Аль-Бухари приводит хадис, в котором Абу Хурайра, пусть Аллах доволен будет им, сообщил от пророка, саллаллаху алейхи следующее. Пророк, саллаллаху сказал: воистину религия – это легкость. И кто бы ни пытался ее усложнить, религия его победит. То есть, если будешь чрезмерствовать, радикализм какой-то проявлять, слишком что-то напрягаться, потом сломаешься. Поэтому вы, говорит, фасаддиду, держитесь цели, стремитесь к цели умеренно, вакарибу, и приближайтесь к цели потихоньку и не чрезмерствуя. Ваабширу, и радуйте друг друга, радуйте себя, что будет все хорошо, не печальтесь, не падайте духом. Вастаину, и пользуйтесь бильгадва утренним временем, потому что именно утром раздается баракят, именно утром человек бывает более активный. Варауха, и вечером тоже солнце, когда сядет, жары не будет, человек может делать хорошие дела. Ва шейин минад дульджа, и некоторую часть ночи тоже используйте. Для чего? Для того, чтобы совершать благие дела. Тахаджуд, ночной намаз, вставайте и так далее. Вот такой хадис. Ну и таких хадисов очень много. Все они нас побуждают к тому, чтобы мы были умеренными и сторонились крайностей, даже в таком хорошем деле, как поклонение. Все, теперь делаем дуа и просим Аллаха хороший конец. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля. Аллахумма инфана бима алламтана ва аллимна ма инфана ва зидна илман. Аллахумма инна нас'алука аль-худа ват-тука вал-афафа вал-гина ва на'удhu би ghurratik la ilaha illa anta an tudillana. Anta al-hayyul qayyum alladhi la tamut wal-jinnu wal-insu yamutun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.